содействия перинатальному. Уважаемые коллеги, партнеры по развитию, уважаемый господин Торге Мартизен, уважаемая госпожа Валерия Брош-Алварес. Сегодня наша встреча посвящена достигнутым результатам и дальнейшим планам по актуальным вопросам охраны и укрепления здоровья населения, который включает улучшение качества предоставления перинатальной помощи, развитие человеческих ресурсов и первичной медико-санитарной помощи, ориентированной на пациента. Как вы знаете, реализация программы правительства Кыргызской Республики по охране здоровья населения и развитие системы здравоохранения на 2019-2030 годы ставит приоритетом повышение качества и доступности медицинских услуг, а также дальнейшее развитие первичной медицинско-санитарной помощи. В этом направлении большой вклад внесен правительством Германии. Германия является одним из важных и надежных партнеров для Кыргызстана, в том числе и в секторе здравоохранения. В рамках нашего сотрудничества в Кыргызстане успешно реализовывался совместный проект с GIZ «Содействие перинатальному здравоохранению в Кыргызстане». Здравствуйте, уважаемые участники сегодняшней встречи, коллеги, уважаемые партнеры по развитию. Разрешите поблагодарить вас за предоставленную возможность поделиться с вами с результатом нашего сотрудничества с проектом GIZ. Сегодня мы все понимаем, как актуальны вопросы здоровья матери и ребенка. Результаты второго отчета конфиденциального разбора случаев материнской смертности еще раз доказывают, что имеются проблемы, которые необходимо решать на всех уровнях здравоохранения, в том числе на уровне перинатального здоровья. Как вы уже помните, 2 года назад в рамках проекта GIZ был проведен анализ реферальной системы, где было принято решение о необходимости улучшать услуги перенаправления беременных на уровне первичной медико-санитарной помощи, их взаимодействия со стационаром. Вы знаете, что у нас в стране трехуровневая система перенаправления с фокусом на стационарную помощь. На сегодня назрел вопрос о развитии критериев перенаправления на первичном уровне с фокусом на потребности услуг для беременных, в частности, с наличием высоких факторов риска и экстрагенитальных заболеваний. В связи с чем Министерством здравоохранения создана рабочая группа, на которую была возложена задача разработать акушерские стандарты, которые позволили бы улучшить качество и доступ перинатальных услуг. Это была большая мультидисциплинарная рабочая группа, которая работала совместно с группой первичной медико-санитарной помощи. Изучали международный опыт, учтен был опыт перенаправления таких стран, как Германия, Казахстан. В сотрудничестве с проектом GIZ разработаны были акушерские стандарты ведения беременных и критерии перенаправления беременных с высоким фактором риска. Пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить моих коллег и национальных экспертов, коллег GIZ, за возможность использовать результаты их работы на благо здоровья населения страны. Данная рабочая группа, она представлена была мультидисциплинарной командой с привлечением экспертов различных областей. Группой поднимались не только акушерские стандарты, но и стандарты всех категорий пациентов. Итогом работы стало утверждение приказа Министерства здравоохранения о повышении качества оказания дородовой и послеродовой помощи на уровне первичной медико-санитарной помощи, в котором говорится о порядке оказания акушерской помощи в пилотных организациях здравоохранения первичной медико-санитарной помощи, о передаче оснащения базовых и специализированных акушерских услуг на уровне первичной медико-санитарной помощи, об инструкции по заполнению учетной формы, направления на консультацию, обследование, госпитализацию для оказания акушерских услуг. Хотелось отметить, что в условиях ковида и несмотря на эпидемиологическую ситуацию в стране, было решено апробировать это в 2 центрах семейной медицины. Это Центр семейной медицины города Ош и Чуйский областной центр семейной медицины. И, конечно,